Так, да. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 31 мая 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Это сюда, YouTube сюда. Я вас всех сердечно приветствую. И давайте начнем наш стрим. Напоминаю, 15 часов 51 минута по Берлину, 16 часов 51 минута по городу Джохару. Ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим, если вы не находитесь в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Итак, начнем. Сегодняшний свой стрим я назвал «Разоблачение». Даудов отныне шеф кадыровцев. И давайте об этом поговорим. Давайте поговорим по той перетрубации, которая происходит, и к чему они готовятся, делая вот эту перетрубацию. Мы давно говорили, что Кадыров – это уже списанная фигура, которая неприемлема ни на Западе, ни, может быть, немного на Востоке. И сейчас этот вопрос решается. И те, кто верят, что ваш режим в России укрепляется, там именно путинский режим там и так далее, посмотрите, как списывают тех, кто не угоден Америке. И Кадыров – это принципиальная фигура, которая Соединенные Штаты Америки, в принципе, Запад, не приемлет ни при каких условиях. Назначение Даудова фактически первым лицом в республике, оккупационной властью, может свидетельствовать только лишь об одном, что кандидатура Даудова, она возможно приемлема, возможно под каким-то соусом, она приемлема на Западе. Или в надежде, что она будет приемлема. Может, есть какие-то договоренности. Давайте об этом поговорим. Об этом и обо всем другом, что интересует нас, свободных людей. Так, приветствую всех. Приветствую всех. Приветствую всех. Так, друзья, пишите ваши комментарии. Давайте оживляйте наш чат. Так, тролли на месте. Тролли первыми на месте, как обычно. Они на работе, им кормить семьи, мы их должны понимать, должны войти в положение, так сказать. Так, друзья, я не имею возможности вам сейчас читать что-либо с Фейсбука, потому что... Салам, Джулис, салам. Вот столько людей заходят в ТикТок, а показывают одну и ту же цифру. Вот 9 человек стоит, цифра не шевелится. Вроде заходят. Не фиксирует видео. Ливан. Камаджоба Аслан из Тбилиси. Слушаем внимательно. Кагимаджос, друг дорогой. Тбилиси, витаю вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Давайте немножко подождем, пока все соберутся. Валейк салам, Адам. И потом начнем говорить. Так.
Что еще у нас хорошего произошло? Чем бы вас еще порадовать? Правда, я сегодня немного ознакомлен, не так уж много с чем ознакомился. Точнее, сегодня успел ознакомиться. Так что, если есть хорошие новости, вы мне пишите. Вы мне пишите. Так. Далеко, далеко. Валейкум ассалам. Харам это ты, Атахамза. Харам это ты. Америка не харам. Харам это ты. Ну, давайте, здравствуйте, Сисентуков. Мимино, не надо говорить, откуда вы. Ну, если вы, конечно, не по работе к нам зашли. Лучше не говорить, откуда вы. Здравствуйте. Ну, давайте потихонечку начнем обсуждение основной нашей темы, потом будем потихонечку переключаться на другие темы. Дело в том, что, как мы видим, Рамзан Кадыров начал назначать своих детей на министерские посты. На министерский пост там, по спорту назначен сын Рамзана Кадырова, 18-летний, там как-то его зовут, не знаю, Ахмад, Адам, сколько у него их там. Я своих запомнить не могу. В итоге его заместителем, одного заместителя стал Даудова сын, второго заместителя стал Демельханова, по-моему, так это было, информация проходила, сын Демельханова. То есть этот министр, а эти два его заместителя. По идее, это самые денежные направления: строительство, вооружение, спорт. Это самое главное — контролировать чеченскую молодежь, которую они боятся как огня боятся. Этой атомной энергии они боятся как огня. Ну, я имею в виду, русские боятся. И, конечно же, на местах их наместники, они как бы знают, на ком концентрировать свое внимание, кого им надо бояться и кого нужно им использовать для своих целей. Дело в том, что Даудов Магомед, он стал премьер-министром, так называемым. То есть его подняли до уровня самозванного, фейкового премьер-министра Ахмеда Закаева, которого российские спецслужбы вместе с турецкими спецслужбами вместе окучивают, вместе там поддерживают, гарантируют, что он никуда не денется, что у нас все под контролем и так далее, и так далее. Дело в том, что у турецких спецслужб и российских спецслужб ничего нет под контролем. Да? Ну, тех людей, кто представляет. То есть его контролируют турецкие спецслужбы и русские спецслужбы. И по факту люди, которые там говорят, что мы там кого-то что-то контролируем, это не соответствует действительности. Никого не контролируют. Контролируют в угоду турецкой армии, турецких спецслужб, турецкого государства. Меня лично это не устраивает. Мы видели, куда нас привела политика Турции. И то это все закрыто, засекречено. Тут нужно некоторые вещи предполагать, потому что фактов мало, чтобы можно было обоснованно какие-то вещи доказывать. Но общее направление мы видим, что турецкие спецслужбы нанесли такой же урон чеченской государственности, как русское государство. По факту, объявив Имарат Кавказ, забрав последние силы Докки Умарова в Сирию, переправив их, и в конце концов Докка остался без оружия, без людей и так далее, и так далее. И Докка потом был отравлен, как говорят, был отравлен. Мы видели, как его хоронили,
и так далее, и так далее. Хотя съемка была не очень хорошего качества. По крайней мере, я так увидел. Ну, в условиях леса качество, конечно же, оставляет всегда желать лучшего. И вот эта ситуация, которая сейчас разворачивается, мы видим, что Магомед Даудов поднят до уровня Ахмеда Закаева, и Ахмед Закаев, вероятно, должен будет примириться от имени свободных борющихся чеченцев, воевавших чеченцев вокруг Закаева никогда не было. Но сейчас какие-то люди, которые раньше имели отношение к войне, война не закончена, и все любые, кто покинул территорию нашей страны, являются, как говорит президиум правительства, Аят Эдигов, это беженцы. Это такие же беженцы, как и я. Поэтому у них столько же прав, сколько и у меня. Больше ни у кого больше прав нету, чтобы понимали. И мы все знаем, что Рамзана Кадырова уже много времени пичкали таблетками, доводили его до состояния Брежнева, чтобы можно было полностью им управлять, и чтобы он не взбрыкнулся, чтобы он не проявил характер. Потому что человек имеет свойство, когда если его ставят на грань жизни и смерти, проявлять прыть. И чтобы он такую прыть не проявил, Рамзана Кадырова пичкали таблетками, в которые он растолстел там, и так далее. Это нам специально Рамзан Кадыров записывал видео в очень нетрезвом состоянии, не мог открыть глаза, еле-еле говорил. Возможно, какая-то болезнь у него тоже присутствует, но по той информации, которая имеется, это не болезнь, а просто психотропные препараты, которыми пичкают Рамзана Кадырова. Наркотические, говорят, это психотропы. Также они там по-другому снимают стресс. И Рамзан Кадыров расставляет своих детей в министерство, а над его детьми шефом кадыровцев становится Даудов. И Даудов, по всей вероятности, конечно, это все одна российская сторона, но чтобы было понятно, к чему они идут, хотя бы мы могли предположить, в каком направлении будет развитие, потому что слишком много неизвестных, и сегодня сказать уверенно, что будет или так, это не так-то просто, и не каждый это возьмется. Но исходя из того, что мое первое предположение о том, что Магомед Даудов теперь из марионеток номер один в республике, подтверждают та истерия, которая произошла на мое видео. Вот о том, что я сказал, Магомед Даудов сегодня номер один из марионеток Кремля. И вот ситуация такая, где все начинают пытаться отмазывать, что Магомед Даудов не номер один. Видимо, Рамзану Кадырову объяснили, что дети твои будут на министерстве. Надо как-то же людям объяснить, потому что клялись, божились, что никогда Рамзан больше не уйдет. И так их выстраивалось. Они строили новое дворянство. Это русские строили, а это как бы получали уже титулы. Вот там есть бывший конституционный судья Чеченской республики Ичкерия, некий Ихван Гериханов, который является русским графом или князем. Ну, вот такие у них свои медальки, титулы, они друг другу раздавали давно. И они в это верили. Они абсолютно в это верили. Они верили, что они построят новое дворянство. Нужно было захватить Киев. Это тоже должно было сделать очень быстро. И в этом активно были подготовлены и брошены в бой, помните, в Гостомеле, в том числе кадыровцы, ну или же не кадыровцы, они неправильно их называть кадыровцы, так как кадыровцы это только одна из частей служащих России. Там есть военные, там есть ФСБ, их поменьше, но они самые влиятельные. И есть кадыровцы, и это все марионетки. Кадыровцы это непосредственно кто присягает Кадырову, так или иначе. Но уже Кадыров через Кадырова они подчиняются, например, администрации президента, например, они подчиняются там Золотову, Росгвардии, вооруженные силы ФСБ, это Золотов, это Росгвардия.
Ну, вот эта система, чтобы было понятно, как все у них происходит, чтобы мы могли понимать логику их действий. Пытаюсь это сделать. Я не говорю, что я там все знаю, во всем разобрался окончательно. Но вот потихоньку я все вот это вижу, что происходит. С этим вот упорством мы знаем, что Кадыров обещал Америку поставить раком по просьбе, не по просьбе, по указанию Путина, администрации президента России. И Рамзан Кадыров неприемлемая фигура для американцев ни при каких обстоятельствах, как и сам Путин. И если сейчас происходит смещение Кадырова, это может говорить о том, что в ближайшее время произойдет смещение самого Путина. И отход самого Патрушева якобы там, на какую-то там незначительную должность, это говорит о том, хотя его сын назначается вице-премьером, это говорит о том, что ничего того, что они нам декларировать собираются, они делать не собираются. Все это будет имитация. Система КГБ, ФСБ сохраняется. Они пытаются ее сохранить. Но для этого они должны от самых одиозных отказаться. Это Рамзан Кадыров. Рамзан и, конечно же, Путин. И я надеюсь, и Патрушев тоже. Потому что Патрушев это тот, кто взрывал дома и начинал войну против чеченского народа и государства. И в мире он как бы уже всем себя зарекомендовал тем, кем он является. Поэтому, вероятно, коллегия ФСБ приняла решение сделать так, чтобы отступить назад, и идет перетрубация. Если снимается Кадыров, не по состоянию здоровья, я уверен, потому что он может находиться даже в постели, его будут держать. Ну вот сейчас происходит то, что происходит. Рамзан Кадыров пока остается как бы главой, его дети являются некоторые там министрами в кабинете, над этими министрами шефом становится Магомед Даудов, он же Тимур Даудов. И в итоге мы сейчас увидим, как многие так называемые кадыровцы, у кого более нос по ветру держат, или же, по крайней мере, кто смотрит канал реалити, будут присягать или уже начали присягать активно Магомеду Даудову. Они все будут ему присягать. А Рамзан Кадыров потихонечку, якобы по состоянию здоровья, оставив детей, его ж тоже нужно как-то объяснить ему, чтобы его не задеть, его чувство собственного достоинства, он же тут великий, там все такое. И нужно как-то объяснить ему самому, что я детей оставляем на постах и так далее. Ну, конечно же, после того, как Рамзан Кадыров перестанет быть главой, дети недолго, я думаю, задержатся на этих министерских креслах. Или даже если они задержатся, власти у них, как у молодых, неопытных, ну и без той поддержки, на которую их назначали на эти должности, конечно же, влияние у них и власть у них будет минимальная. То есть все будет сосредотачиваться в руках Даудова. Но, конечно же, не только так, как Даудова, это будет все, опять же, будет контролироваться Москвой, абсолютно 100% управляться ФСБ, у ФСБ по Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике. Вот так будет эта ситуация, на первый взгляд, мне кажется, выглядеть. И потихоньку будет подходить процесс к тому, что турецкая разведка и русская разведка подведет Ахмеда Закаева к Даудову, и они будут договариваться о мире, что вот мы должны договориться, потому что чеченцы много проливали кровь, нужно примирение там и так далее, и так далее. Сразу хочу сказать, этого примирения не будет, как бы они ни старались, потому что мы не можем позволить своим убийцам стать легитимными и порядочными людьми в нашем обществе. Что в чеченском обществе никогда не было такого вероломства, которое нам оказали вот этот Даудов, Кадыров и все вот эти коллаборанты. Да, предатели были, переходили на сторону врага, все было, как и у всех народов, всегда это бывало. Но вот такого вероломства и даже, знаете,
поднятие на такой высокий уровень чеченцев, то есть сделать их первыми в республике, ну или же, по крайней мере, людей, которые якобы чеченцы, говорят на чеченском, представляются чеченскими тейпами. Я не знаю, чеченцы они, насколько они чеченцы или нет, но сам факт, что на такой уровень не поднимали чеченцев, Русская империя никогда не поднимала чеченоговорящих на такой уровень за всю историю. Были на вторых во вторых планах, да, это если брать историю а, с братом с братом Николая II Александром, который был возглавлял вот эту дикую дивизию, вот эту а, конную, как она называлась, конная туземная дивизия, по-моему, она называлась. Поэтому, ну, это был второй уровень, да, это был вот, брат царя. И это сейчас все это произошло не потому, что русские нас полюбили, или мы заслужили больше у них доверия, там, ну, те же кадыровцы, например. Дело в том, что мы слишком сильно оказали сопротивление, и миру Россия должна была представить нас, как сейчас они хотят представить гражданскую войну в Украине. Точно так же они всегда, это очень удобный способ выйти из-под ответственности. Они хотели представить это как гражданскую войну. И для этого они вынуждены были глаза Запада поднять чеченцев на уровень номер один в республике. Конечно, они полностью управляются и так далее, но если бы не было того сопротивления героического чеченского народа, если бы не было бы той позиции, которую занял Запад, не всегда принципиально, но в некоторых вопросах неотступно стоял на своем, что в принципе гарантировало чеченцам выжить. По крайней мере, не все были истреблены, хотя русские с удовольствием истребили бы нас всех до единого, и кадыровцев, и мудыровцев, и всех остальных. Ну вот, благодаря этому вот эти люди оказались на таких высоких позициях, но при всем при этом они бы могли делать так, как это сделали в Дагестане. Там фактически рожи еще они такие кавказские у их управляющих, а вот уже отчество, фамилии, ну какие, ну вот такой полусброд такой. И вот это у них есть. Сразу они дагестанцев убрать боятся из власти. Там полурусский, полудагестанец, вот такой ставится. Хотя он полурусский, полудагестанец, нет, он уже полностью русский. У него даже по крови он там принадлежит, там, является метисом, там, 50-50. Как-то приблизительно. Вот так я вижу эту картину. И давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Так, валикум ассалам, шайбека, машура, друзья, всех я вас приветствую. What do you think about Kurdistan? Kurdistan, very good. Respect Kurdistan. Так, давайте попробуем прочитать комментарии. Бывших КГБистов не бывает, Патрушев может уйти только вперед ногами. Да, именно так. Ну, там столько крови, что им уже некуда деваться. Им просто некуда деваться.
салам. Самое интересное, что самые большие заступники чеченцев теперь у меня тут русские. Русские тролли. Э, речью. Россия хочет остаться вечно на Кавказе. Вы абсолютно правы. Эти перестановки для того, чтобы сохранить систему имперскую оккупационную. Да, Леон, абсолютно так. Россия не собирается уходить с Кавказа. Не собирается. А, и у них большие планы. И они вот сейчас играют. Играют. Ну, алейкум салам. Почему странный справедливый человек? Если бы не Российская империя, весь Кавказ бы много сотен лет играл. Я не прав? Конечно, не был, конечно, Кавказ. Под кем ты там говоришь? Ну, что было, просто какое ваше свинячье дело быть у нас в Ичкерии? Все остальные, это если они захотят, они сами скажут. А я за свою страну говорю. Какое ваше свинячье дело до нашего? Будем мы с персами, мы будем, мы с турками будем, с папуасами мы будем. Какое ваше свинячье дело, мне объясните? Я не могу понять. Вы настолько свиньи, не люди, бешеные звери. Путин назвал тех, кто про ИГИЛ говорил, про КГБшников, которые... Вы такие бешеные звери, что вам нужно объяснять простые вещи. Какое ваше свинское дело мою страну? Вам земли мало, что ли? Дай Аллах, чтобы когда вы сдохнете, чтобы это, вы сдохли от этой земли, которая вам в рот залезет. Понимаете? Как нас достали уже. Будем, папуасами будем. Какое ваше свинячье дело? Объясните мне. С какого свинячьего перепуга вы должны? Просто я не могу понять. Видел дебаты Латынина и Портникова. Дебаты я не видел. Я видел, как Портников конечно, молодец. Это человек, который за словом в карман не лезет и очень хорошо знает историю Украины и точно умеет расставлять акценты. Мне симпатичен этот журналист, потому что он очень хорошо поговорил. Молодец. Валера спрашивает, почему вы спрашиваете только о американском флаге, а рядом висит флаг одной из европейских стран Германии? Да, совершенно верно, Стелла. Израиль такой же союзник Германии, как и Соединенных Штатов Америки. Почему что они боятся Америку, они ненавидят эту Америку, понимаете? И Германию они рассчитывают еще захватить. Здесь агентура работает, здесь еще много чего они планируют, в том числе теракты проводить, к выборам как раз они готовятся. И наши власти, немецкие власти об этом уже знают, много раз говорили. Поэтому они говорят, потому что боятся и ненавидят Америку. Поэтому что мы можем сказать? Господи, благослови Америку. Да, плохой звук, да, запишите.
Я здесь, звук таки ну, какие-то, видимо, помехи они создают, гады. Сейчас попробуем, сейчас, может. Давайте вот так попробуем. Ну-ка, раз, скажите, как звук. Сильно моросит звук, да? Сейчас норм. Плохой звук, плохой. Даже микрофон не выдерживает. Так, плохой звук. Раз, да? Так, что случилось? Куда делось? Сейчас тоже плохо. Солнце, а? Что это такое, да? Ну, давайте так попробуем. Раз. Солнце со звуком. Ничего не могу поделать. Прерывисто, да, получается? Не знаю. Все будет Украина, всем союзникам России. Дай бог. Хорошо слышно. Ну, вам ТикТок хорошо. Баркал, вам ТикТок, да, у нас проблемы с Ютубом. Баркал юзер, баркал. Нормальная инструкция. Нет, там есть из Америки люди пишут. Это дело в этом, они, по всей видимости, что-то делают. Каждый раз у меня, ну не каждый раз, но часто возникают проблемы. Так, как-то так обошлось. Ну, не знаю я, друзья, те вопросы к гибне. Переходите в ТикТок. В ТикТок лучше слышно. Так. Как здесь видео отключить? И слышать ты меня? Я могу выключить микрофон. У тебя сегодня новый фон, да, чертовка? Приветствую тебя. Видишь, аж кушчу хойшан, сунчу дöhkan, шаш комментарий язычан. Шая декрер душон, кушчу дюр, язи комментарий. Штекер хаяк, юхчу. Будет увяз, ты бомбумали, да? Выключите видео и микрофон, вот так будет лучше. Договорились, Александр? Договорились, сейчас выключу. Привет, еще раз, так. Джексона вам не как бы вы на них не надеетесь, они просто используют вас в своих целях. Валер, конечно же, трудно особо резко возражать тебе, потому что, да, нас использовали, и наши проблемы не касались никого, ни Америки, ни Запада, ни Европы и так далее. Мы слишком маленькая проблема для таких больших держав, и да, это отчасти, конечно же, ты прав. Но с вами мы быть не можем по определению, потому что быть самоубийцами нам абсолютно не нравится, не хочется быть самоубийцами. Быть с теми, кто нас убивал и так далее, и так далее. Поэтому будет нам Америка помогать, не будет нам Америка помогать. Вы остаетесь теми, кем вы являетесь. То есть навеки вечные, презренные враги чеченского народа. И про имперцев, про русских империалистов. Поэтому
За это время, то, что я занимаюсь своей деятельностью, абсолютно, можно сказать, на ощупь в темной комнате или как незрячий человек иду и на ощупь здесь фактически методом набивания шишек себе пытаюсь разобраться в своей системе. Так вот, я тебе скажу, что американцы за все это время, что я делаю, при том, что я не умею качественно, по крайней мере, не умел это до конца разобраться и доводить до людей, как нужно. Я вижу, что изменения есть, американцы нам помогают и хотят нам помогать, помочь. И может, я себя обманываю. Может быть, я надеюсь, что нам помогут, потому что русские имперцы, они боятся только американцев. Ненавидят они евреев, американцев, украинцев, чеченцев, а боятся они только чеченцев и американцев. Сейчас начали бояться украинцев. Понимаешь? И то, я думаю, не так сильно они боятся. Моральный дух у них не сломлен еще в Украине. В силу разных обстоятельств, в том числе и КГБ, которое есть в Украине, у КГБ УССР, которое все эти годы, все эти 2-3, 2,5 года и еще эти все 10 лет разных там Невзоровых, Фейкиных, там всех остальных, Соловьев там и так далее, подчевало там, которым, ну, короче, они вели всю эту пропаганду. Поэтому вот такая вот ситуация. Поэтому неважно, помогут нам американцы или нет, вашего свинячьего дела в этом не должно быть, понимаете? Вам, русским империалистам, должно быть наплевать, да, спаситель Украины, совершенно верно, и Латынина тоже. Вам абсолютно должно быть наплевать, помогут нам американцы, не помогут они. Вы напали на Украину, на страну напали, на которую там обманом, братья, там, Кондраты, сваты, все, что вы про них не говорили, обманывая их, расслабляя их. Я им говорил, в 2013 году, за год до нападения на Крым, я писал, там, переписывался с украинцами и говорил, они на вас нападут. Украинцы говорили, нет, мы другое, мы христиане, мы там славяне, на нас не осмелятся. Мы тоже так считали, мы советские граждане, мы вчерашние советские граждане, на нас не нападут, там, 3-10. Вы вероломные подлецы и убийцы. И кто-то вам должен это сказать. И этот кто-то, Бог избрал меня в том числе. Не только я это говорю, но в том числе и я буду вам это говорить. Понимаешь? Поэтому вашего свинячьего дела не должно быть, что будет с Украиной, что будет с Чеченской республикой Ичкерия там, и со всем остальным. Вас это не касается, понимаете? Если нас будут американцы жарить и есть, вы тогда даже не имеете права лезть в наше дело, понимаете? Это сугубо между нами будет дело. С вами уже все, точка поставлена, да, навеки вечные идем. Как-то так. Как-то так. Надеюсь, ты меня услышал. Я не знаю, что случилось. Сегодня ты выглядишь лет на 10 моложе. Как-то, как так-то. Да, чертовка, я немножко побрился просто. Или, может, просто лицо помыл. Не бойтесь, украинцы, идите, умрите без страха, слава Украине. Чтобы они сдохли со страха, не доходя до границы Украины, один я тебе скажу, чтобы они сдохли, как только им захотелось поехать в Украину и заработать денег, вот в этот момент, чтобы у них резко, чтобы им Господь вселил страх, и чтобы они умерли, как только пересекали порог своего дома в сторону Украины, собравшись. Как-то так, Дион. Ну что, давайте почитаем еще ваш комментарий. Спаситель, спасибо.
Самое интересное, американский флаг мешает российским представителям и турецким представителям. Все они вот истерику впадают этот за американский флаг. У меня был кузен, и он женился, но он раньше всех нас, по-моему, женился в молодости. И я его спросил, ты не жалеешь, что женился там, типа свободу потерял, все такое, обременен там детьми, все такое. Он сказал, да, я очень сильно жалею. Жалею, что в 3 классе не женился. Точно, вот я могу сказать, я жалею, что этот флаг я не повесил в 3 классе его за своей спиной, да. Как же вам это все мешает? И мешает, что чеченцы будут субъектны, чеченцы сами будут выбирать свою судью. Не какая-нибудь турецкая спецслужба или турецкие работники нам будут говорить, что делать. Нет, мы будем делать то, что мы хотим, мы субъектные. Мы будем делать то, что мы считаем правильным. И решения принимать будут не те, кто служит Турции, служат русским, служат кому-либо другому. Решения принимать будут чеченцы сами, свободно. И мы выбираем, я выбираю, и наш Джагар Дудаев выбирал путь на Запад, на союз с Соединенными Штатами Америки, Великобритании. Да, вот какой путь нам выгоден, потому что та же Турция выбирает этот же путь и стоит в очереди в Евросоюз, к американцам. И нам предлагает Турция, давай теперь мы еле от русских отбивались, тут столько понесли потери, пока Турция себе там привилегии делала, себе свои там дела устраивала. Совместно с русской агентурой, чеченское сопротивление уничтожено благодаря русской и турецкой агентуре. Чеченское государство, они что сделали русские и турки? Они это государство сперва перевели в Эмират Кавказа якобы, хотя нет никаких документов, и Дока Умаров не подписывал документы, что он самоотстраняется. Но он объявил об этом, он имеет право объявить себя лидером любой организации. Но выбор чеченского народа ни Турция, ни русские учитывать не собирались. Поэтому мнение турков, мнение русских я учитывать не собираюсь. И я должен объяснить это чеченцам. Мы представляли, что только русские являются нашими врагами, и это правда, только они являются смертельными врагами. Но новыми смертельными нашими врагами собирается стать Турция. Она имеет на нас претензии. Я за русским кораблем посылаю Турцию и всех остальных, кто хочет нами управлять и быть нашим там командиром или хозяином империи над нами. Нет, мы сами выбираем свой путь. И не имею ни малейшего желания. Турция сделала так, что сегодня мы оказались в такой ситуации. Это Турция сделала вместе с русскими. Чеченцы, вы это должны знать. Турция сделала так, что мы, чеченцы, внутри нашего государства полностью были дезориентированы, не знали, кто из нас работает на русских, а кто работает за нас, про нас. Было непонятно просто, потому что вот эта турецкая агентура, она якобы как бы представляла наши интересы, а по факту она договаривалась за счет наших интересов с русскими, когда не касалось их интересов. Когда их касалось, да, тогда они могли вступить в конфронтацию. То есть Турция это не чеченцев. Любой человек, который работает, получает деньги, управляется Турцией, Америкой, Англией, Францией, не имеет значения, Германией, этот человек работает на это государство. Он сделает то, что ему скажет это государство. Потому что он получает деньги, он ими управляем, он ими защищен, охранен там и так далее. Не касается в рамках закона, например, здесь я нахожусь в Германии, я защищен полицией и все. И я ни перед кем не отчитываюсь и ни от кого не беру никаких инструкций, не получаю никаких денег. Что мне делать, что мне говорить. И вот эти вещи мы, чеченцы, должны знать, а то мы что-то не можем разобраться. Вроде бы все свои здесь, вроде бы все против России. А вы посмотрите, представители разных там людей не говорят за Россию, против России, говорят против Кадырова. Теперь назначили Даудова.
За все это время не возникает ни у кого вопросов объявить, что они же знают, это я вам объявляю, потому что я независимый человек. Я могу говорить то, что я считаю правильным и нужным. Я не ограничен ничьими рамками, кроме своей совести и Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия. Уголовный кодекс мне не запрещает разоблачать все, что делается против моего народа. И мы будем говорить и разоблачать. Но никто не говорит, что сейчас Магомед Даудов сделан первым. Сейчас они собираются. Те же. Вот мы говорим, почему наши представители, нашей чеченской власти в лице президиума правительства, они игнорируются, они задвигаются в сторону. И выдвигается человек, который миллион раз себя дискредитировал в работе на русских, интересы русских преследует. Сейчас продолжает откровенно играть в сторону, на поле русских, на поле остальных, кроме чеченцев. И Украина принимает, она взаимодействует, это НАТО поставляет оружие, Турция вторая страна. Смотрите, как вероломно там Турция поступает. Да? Вместо того, чтобы, если они наши друзья и союзники, они должны нашу законную власть, которая стоит на выборе чеченского народа, на ОКЧН, общенациональный Конгресс чеченского народа, проведенный 25 ноября 1990 года, это выбор чеченского народа, это референдум, можно сказать, чеченского народа. На этом выборе никто не стоит, это невыгодно Турции. И сейчас, что сделает, например, мы все удивляемся, почему в Украине, например, находится Закаев, и находится там какой-то там один боевик, который был в Сирии. Мы знаем, что сколько чеченцев погибло в Сирии. И вот эти командиры, которые нам рассказывают, они возвращаются в Турцию, из Турции перебираются они в Украину, там же получают моментально гражданство, у них все в порядке с документами, Украина их принимает, и ты задаешься вопросом, неужели Украина работает на русских, почему они так принимают? А дело в том, что НАТО, Турция это вторая страна в НАТО. И Турция лоббирует интересы, античеченские интересы. Турция наносит, запомните, чеченцы, любой момент, Турция юшун вай моста хурчек, Турция юшун вай зидешек. Незаконный вол, Закаев, хауалин, Турция нулилой чушунец украинник. Вместо того, чтобы наш президиум пригласить, поговорить, если вы объективны, пригласите и Закаева, пригласите и Дигова, пригласите Аллу Дудаеву, пригласите других, и попробуйте разобраться. Вдруг где-то Аят ошибается, вдруг, может, где-то Алла ошибается и так далее. Нет, ничего подобного. Все прекрасно знают. Закаев абсолютно управляемый человек. Абсолютно. И он всю свою жизнь, всю историю своей вот этой политической своей карьеры, он работал на пользу русских. Все, что он делал, мы это все видим. И сейчас вокруг него собрались такие якобы там воевавшие, там неизвестно где, на каких чеченских фронтах, может где-то на сирийских фронтах, турецких фронтах, курдских, антикурдских фронтах, может кто-то воевал. Ну, за интересы чеченцев не воевал. Если ты не воевал за интересы чеченцев, то ты не наш герой. Просто чтобы ты знал на всякий случай, что если ты воевал, и ты умеешь воевать, там белки в глаз 1000 метров попадаешь, это не значит, что ты наш герой. Нет, ты не наш герой, ты турецкий герой. Ты должен говорить, что ты офицер Турции, агент Турции и так далее. Я хочу помочь, я офицер турецкой армии, но я хочу вам помочь, как мне чеченцы близкие. Вот такой должен быть подход. Те люди, которые живут среди чеченцев, которые являются кумыками или другими тюркоязычными, которые работают на Турцию, они являются изменниками чеченского государства. Все, кто наносит вред чеченскому государству, они являются изменниками чеченского государства. Это говорю не я, это говорит международное право и уголовный кодекс. И эти люди, вы должны понимать, нохче гилка мухирдари, турецкий айдлу тивян хатурку матбюч, тут хайнак буха хасун вода дизаш, тхумбех мобилаш со нохче нюка ашусо, о нохче гилкша, нохче адачка ха, со нохче ла, о нохче омана,
Пойдях львиш, отцун верных львиш, дагайт дишуса, собех мобиласа, ищачун, нохчанца, ямарт леташем бехбай, дишу, милха гумки у, любой раз туркшан, ты был бешвегу. И ол Швеции, значит, он не преследует интерес чеченского государства, он преследует интерес турецкого государства. Меня турецкое государство абсолютно не прельщает, чтобы мы стали частью. Я уважаю турецкий народ, я уважаю турецкое государство, но не над собой. Если Турция хочет, если Туран, османы, вы хотите, я османским империалистам, как русским империалистам говорю, если вы хотите, мы проведем референдум, вы проведите у себя референдум, и мы вас присоединим к Чеченской Республике Ичкерия. Вы будете нашим штатом. Хорошо, мы сделаем вас с большими полномочиями. Мы вас сделаем нашим штатом. Вот на этих условиях я с вами согласен взаимодействовать в одном государстве. А так нам это не интересно. А то мы говорим за Турцию, появляются, например, антикадыровские элементы здесь разные, и это Россия засылает, это Тумсо Абдурахманов, Халитов, там другие, третьи, десятые. И эти люди взаимодействуют с Турцией, турецкими представителями. В турецких представительствах есть люди, кто там воевали, реально воевали, наши бойцы, которых вытащили, там, лечили, третье, десятое. И они не политики, это воины. Политиков русские не оставили, практически не оставили, кто мог бы разбираться, говорить об этой ситуации. Все убивались, родственники всех убивались. И так далее, и так далее. Поэтому мы, чеченцы, должны осознать, мы должны понять, что над нами русские и турки, турецкие спецслужбы ставят эксперимент по подчинению, контролю. Мы хотим сказать, я лично хочу сказать, я рядовой человек, я правозащитник, и меня чеченцы слушают, прислушиваются, я это знаю. И я хочу сказать чеченцам, чеченцы, если мы сейчас не скажем всем, кто связан с Турцией, мы не хотим ничего от вас, вы все должны остаться вот так в стороне, как мы говорим, кадыровцам, прорусским чеченцам, и вот этим протурецким чеченцам мы вам говорим, мы понимаем, вы патриоты, может быть, вы, может быть, там переживаете за свой народ, может, вами движет этот мотив в том числе. Но у меня вот ко всем вот этим турецким спецслужбам, представителям турецких спецслужб, я вас призываю остаться и не лезть в наше дело. В Турции мы говорим, не лезь в наше дело, Турция. Да? Я не наживаю себе дополнительно врагов, я знаю, что и турецкие спецслужбы могут убивать людей, если им мешают эти люди. Возможно, еще там какие-нибудь могут быть действия, но я вынужден это говорить, я это скажу. Я говорю всем чеченцам, что любой турцин связанный с Агуей, турцин поддержки ебошвал с Агуей, гэскан поддержки ебошвал с цан уровне ватту ешуновой. Пока мы не разберемся с этой ситуацией, все люди, кто связан с турецкой разведкой, уйдите, пожалуйста, в сторону. Не надо нас под Турцию загонять. Не надо. Тхунца уешунез. Шун баркал дерез хуй. Ашкахега сунца гиннакуза. Турция, ну, ночи хоман. Кахвик сунгин дац. Хави ану ичшаду соғыз. Ичшо соуханю. Я более 9 лет здесь в Европе нахожусь и активно занимаюсь этим вопросом. Я не видел турецких представителей, которые спасают чеченцев, которые едут погибать в Сирию. Я видел, что турецкие спецслужбы помогают уехать в Сирию, чтобы бросить их против курдов. Потом американцы заступаются за курдов и убивают этих чеченцев. Фактически такая утилизация чеченцев идет. Турция могла в любой момент это прекратить, просто перекрыв свою границу, через которую они туда запускали людей, выводя чеченцев. И выводя из Чечни, выводя здесь Европы или еще как-то. Или там лечиться заходили как-то. Турция помогала это делать, чтобы
вместе с Россией ослабить чеченское сопротивление, убить пассионариев, которые здесь. Свои турецкие агенты, там они не погибли. Погибли простые, как мой племянник, которого из Вены, чемпион Европы, чемпион Вены по боксу, Австрии по боксу, молодой 18-19-летний пацан, которого вот этой пропагандой дочки этого Удуговская, Кавказ-центр, других там вот этих агентов, которые сидят, рассказывают нам про погибнуть, стать шахидами, там в Шаме, быстрее сейчас Махди придет, там 3-10. Я лично этого забывать не собираюсь, прощать я не собираюсь ни за своего племянника, ни за остальных чеченцев, которых отправляли. Турция делала все вместе с Россией, чтобы ослабить чеченский народ, делая вид, что помогает нам. Делая вид, что помогает. Турция делала то же самое с Россией, нас радикализировала, представляла нас радикальными. Турция делала все, чтобы Запад, Америка не смотрела в нашу сторону. И это делалось умышленно. Сейчас, на протяжении многих лет, наблюдая за этим, можно уверенно это сказать. Поэтому мы должны Аллахи наалт хавари дейн хуйль. Аллахи наалт хатуркшан вахкилл хашнир Аллахи наалт вари дейн наалт хулил хун. Хитион. حتركوا بيت والولش سونشوفيان خيو الله حير نقل تخليلا نوشي قومان دو حلوال تركشان وقاوي ليلش ميلولشن إي إردوك أشوك ما سرقة Так. Ассаламу алейкум. Ахмад Силас. Нет, неправильно, Руслан. Не Ахмад Силас. Салам я у тебя не беру. А Хож Ахмад Силас. Хож Ахмед Силас. Даудова Магомеда отца зовут Хож Ахмед. Научитесь добавлять теперь слово Хож Ахмед. Что еще? Децлилаши Ахмад Силас бошты. Хинц Хож Ахмед Силас бовардуаш. Паник дейруэл хо. Паник валла شو جاي التوريتسكي اجنتور عشو يوغي داتس وقميل دوي بوسو на душу бош شو نوچي о мостги ду شاش دو داتس وشا душу дуйху уша душу قيدشو سنوچي قام уничтожать деш душу قيدشو شاين цауша шаин хуша сундел قدير датс придется слезать дуй дикц ими лараш масара ночи قوم. Хорошо попили кровь чеченскую. Хватит. Чеченцы больше не дадут вам пить свою кровь. Так. Мюльшбари, сыть дамадица, я же только что вам рассказал. Я смотрю, здесь про турецкие активизировались. Царезерсон, YouTube чували, ладу вала, специально он диц, дуаш царицун, специально он диц, дец. Рилка висцарилеро. Можешь устроить дебаты за Закаевым и Дигоевым? Нет, дебаты, зачем я их буду устраивать? Нет, Ахмед Закаев не пойдет на дебаты. У Ахмеда Закаева нет никаких аргументов против Аяда и Дигова. لا يوتيوب شوالسا يوتيوب شايون يوتش شوالة تيك شوالة خات حاجة يغاليستي قريون. Они эти против курдов отправили. Да, были против курдов отправляли. Просто уничтожение чеченской молодежи было здесь, в Европе. Европейские власти поддержали сирийскую антиасадовскую оппозицию в Сирии. Турецкие спецслужбы,
Конечно же, без турецких, без западных, без натовских спецслужб это было бы трудно, потому что границы нужно пересекать. Местные европейские спецслужбы, русские спецслужбы, все вместе. Сперва русские спецслужбы радикализируют вместе с турецкими спецслужбами, радикализировали и молодежь здесь в Европе. Потом эту всю молодежь собрали пылесосом и отправили все вместе. Все вместе. И Турция в этом замешана, и европейские страны в этом замешаны, которые разрешали им туда уезжать. Не запрещали, поддерживали все. А потом уже, когда уже прошло время, когда многие туда уехали, потом уже все спохватились, начали говорить, ой, какие же они радикалы, какие же они исламисты. Да, там были исламисты, но этих исламистов здесь радикализировали, которые якобы там бойцы собирали деньги там для наших бойцов, там, ну, короче говоря, были джамааты, которые там якобы спонсируют. Все, кто спонсировал джамааты, воюющие наши вот эти группы в Чечне, они оказались, кто на деньгах сидел, и они оказались теперь почему-то прорусскими. Почему-то очень странно, они все при деньгах, они прорусские, здешние европейские спецслужбы не трогают, и все нормально. Вместе с западными турецкими спецслужбами, русские спецслужбы выдавливали и высасывали, выдворяли, отправляли вот этой страшной пропагандой, страшнейшей античеченской пропагандой отправляли в Сирию. После того, как они там погибли, и кто-то возвращался, их детей, кто-то, кто сюда возвращался, их сажали. Здесь был один парень, его здесь привлекали к уголовной ответственности, здесь в Германии, который здесь просидел срок, и потом уехал в Чечню. У него все дома нормально, он был ИГИЛ, приехал домой, здесь отсидел срок, и все нормально. И вот как понять? Как это все происходит? Да, вот эта вся система, которая построена. Поэтому, чеченцы, вы должны запомнить, Турция является нам колоссальным злом. Она показала свое истинное лицо. Турция была тем вероломным врагом, который мы рассчитывали, что они мусульмане, они нам помогают, там соседи и так далее. И бадачун. Турция моста юшун нохчи хом. Хит хагайтаршун цуша дештек, цу Турцину дештеку. И запомни, Дилаш, за все это время, когда нас радикализировали, представляли здесь дикарями, каждый день Германия выдавала России наших людей, которые Россия сажала, убивала и так далее, ни Турция, ни другие страны молчали. Понимаете? Все помогали русским, все помогали нас убивать, все радовались, о, какой-то радикал закончился, слава богу, убили радикала. А то, что этот радикал абсолютно не радикал, а его представляют всего лишь радикалом, что это обычный мусульманин, чеченец, который потерял брата, отца, всю семью, который страна оккупирована, женщины убиты, дети убиты, 42 тысячи детей. Вы думаете, чеченскому сердцу это легко выдерживать, терпеть это все? Вы думаете, мы все будем за деньги продаваться турецким спецслужбам, русским спецслужбам и делать то, что нам они говорят? Нет, считайте, я вам дулю показал. Мы не продаемся. Чеченцы вообще не продаются. Понимаете? И мы будем свои интересы, национальные интересы. Пусть Турция отстаивает турецкие интересы, а чеченцы будут отстаивать чеченские интересы. И сейчас я убежден, что подводится к тому, что Ахмед Закаев и Даудов, они вместе воссоединятся. Планируют они так. Но знаете, мы этого не допустим, мы с этим не согласимся никогда. Сейчас быть за пророссийского Ахмеда Закаева, это то же самое, что быть за Кадырова. Понимаете? Это вне интересов чеченского народа и государства. Вот делайте выводы. Делайте выводы. Аслан, Турция сама тоже выдавала. Кого она выдавала? Наших бойцов выдавала? Ну, может, и выдавала. Так, да.
Ja siis kun tjudoulio, Turtsina ладно, вескшен родеш беш, шамаца шанс, я цершо. Турцин родеш беш, вот те, кто про турецкий, я вот на Турцию сказал, все тут возмущаетесь. Зайдите, скажите вашу позицию. Скажите, давайте, представьтесь, скажите ваше имя. Давайте мы вас пробьем. Вы же меня пробивали. Про меня знают все. Мне человек недавно пишет, я хочу с тобой поговорить, там, у меня такая информация для тебя, там, я тебя как обычно. Обычно как делают? Сперва приходят, ты так хорошо говоришь, мы тебя поддерживаем. Видимо, они сделали вывод, что лесть, которую мне делается, что я должен растаять от нее, и что я должен, я должен контролироваться. Не льстите мне, пожалуйста. Пожалуйста, не льстите, она не работает, эта лесть. Потом они говорят, все, ты молодец, мы тебя поддерживаем, третье, десятое, а потом начинают тебя управлять. А ты, как чеченец, воспитанный, проявляешь уважение, особенно если человек там заслуженный, там воевал, говорит, еще что-то делал, старше тебя. Ты проявляешь к нему уважение, а потом он пытается тебя управлять тобой. Убери флаг, сделай это не говори, это не делай, то не делай. Так, можешь управлять. Мабари сейчас на осте, дуса единомышленник, что сейчас свою управлять творят. Если вы хотите быть с товарищами, соратниками, не нужно управлять. Вас не было, когда вот на этой информационной площадке я вас никого не видел все это время. Все эти годы я вас не видел. Понимаете? Вы под поле, вы где-то там сражаетесь, где-то там дела большие делаете. Я обычный правозащитник, я делаю, что я могу. Поэтому давайте вы делаете, вешайте турецкий флаг. Чеченский народ в моем лице, я считаю, нам выгодно союзничество с Западом, с Америкой, с Израилем, с Германией, с Англией. Вот нам выгодно. Нам не выгодно делать то, что Турция, которая хочет нас сделать своей колонией. Нам это абсолютно не интересно. Поэтому и я как независимый человек говорю, вы будете говорить, что там американцы меня купили, третье, десятое. Любой, кто из вас говорит, что меня купили американцы, заплатили мне хоть 1 евро или доллар или цент, я вас вызываю на детектор лжи. Вы говорите, что вы не берете у русских и у турок деньги и служите своему народу. Я говорю то же самое. Вообще ни у кого не беру денег, никому не подчиняюсь, абсолютно независим и этим горжусь. Поэтому я могу говорить, что нам нужно идти на Запад. И это не мой путь. Это путь нашего президента, первого президента, который увидел намного лучше вас и ваших кураторов из разных там организаций, куда нам двигаться и что нам делать. Мы будем двигаться в этом направлении. Поэтому как-то так, да? Как-то так делаем. Выбирает Турция или Израиль. Говорит. Я выбираю тебя, идущего за русским кораблем. Турцию мы... Арсен, что ты скажешь про... Да, уберите это. Ничего я не скажу про этот кусок. Да. Обратите еще внимание, насколько Турция наносит вред нашему государству. У нас чеченский герб, который здесь есть, на нем 9 звезд, как вы знаете. Так вот, эти 9 звезд турецкие и российские спецслужбы делают девятиконечными. Они уничтожают наши законные, наши государственные атрибуты. Они делают это девятиконечным, хотя мы уже 100 раз говорили, я приводил решение парламента, все вкладывал, говорил, любой независимый, свободный человек должен понять, потому что мы привели документ, парламент, решение парламента. Герб Чеченской Республики, он пятиконечный, как вот на этих американских звездах, на этом американском флаге звезды, пятиконечный. Нам же турецкие деятели и российские деятели преподносят это как девятиконечные звезды. Понимаете? Нам это не интересно. Турция, давай ты уйдешь в сторону вместе с Россией. Ты дискредитировала себя, Турция. Все, кто работал ночи, запомни, делаешь. Навеки вечные. Турции цены, хильдиез бошве, гуй, из турецкие колонии. Он хочет сделать нас такой же колонией, которая делает
нас Россия. Понимаете? Запомните это. Запомните навеки вечные, да? Турецкая агентура сжигает российский, не российский флаг, а Кадырова флаг сжигает. Понимаете, как и российские они действуют. У них одна цель – не интересы чеченского народа. Я это так вижу. Я это так вижу. Сунда, что предупреждать, да что ночи. Война, вайкиета духоки хумш душун. Вайкиет из аккуратно, как цац, как бокс, дагур дуай. Вай айдал душун. Вай президиум юшун. Ац аятса цу президиуму дүйцега тиеш мегардолш бушунеш. Со тиеш на бушунеш. Со цу аядер тиешук. Лично цу аядер тиеш. Со сунт президиум мир, когда цеш асу говорят, вот можно этому человеку доверять. Я так считаю. И я считаю, что Турции и всем, кто связан с Турцией, мы не должны доверять. Если они ради чеченского народа готовы нам в чем-то помогать, мы должны принимать, конечно же, помощь. Если есть там патриоты, есть там люди, которые работают на Турцию, являются офицерами Турции и так далее. Но офицер Турции во главе моего государства стоять не будет, пока я могу хоть что-то говорить, я это буду доносить до своего народа. Потому что нет, турецкий офицер должен служить Турции, чеченский офицер должен служить чеченскому народу и чеченскому государству. Я надеюсь, я правильно изъясняюсь и дойдет до всех. Так, да. Шуш нахела, я заиряется. И там мощный ник швой, там швой. Шей тролли, шей болбяш, вухшу. Сагол, я заиряется комментарий. Хочу уэл, эл дишти. Хаули, хуз хаули. Дуаду алуатти, эл. Хаул. Дуаду алуатти. Свой доуда швогон эл. Хаулиш, агучвалиш. Доуда уо эл, дец. Рабовладельческая Турция никогда не принимала нашу сторону, даже тогда, когда она воевала против России. Конечно, рассчитывать, что Турция будет нам что-то давать. Турция – это империя. Посмотрите, как они подавляли историю курдов. То же самое будет по отношению к нам. Посмотрите, что сделали Османская империя с чеченцами, которые переехали туда по их зазыванию, их там сказали. Это было вероломство вместе с русским царем, который нам сделал. Там нету чеченцев, практически не осталось, кто говорит на чеченском языке. Они ассимилированы. Да, есть люди, которые болеют душой, и я болею за них душой, если они за свой чеченский народ. Ничего, опять же, против турецкого народа не имею. Но, хватит. Диклой зарвай, рылкши, тящи, неудобно, и как-то неудобно у нас, у чеченцев принято, раз они нам помогают, как-то неудобно. Да, неудобно, да, помогали, спасибо большое. Но давайте посмотрим, кому больше был вред нанесен за все это. 300 тысяч убитых чеченцев. Кто просит за это русских привлечь к ответственности? Кто? Наоборот, всех, кто может оказывать сопротивление, отправляют в Сирию и там всех заканчивают. Европа готова их всех выправить, потому что они опасны, потому что Россия говорит, смотрите, радикальные чечены, они вам там 3-10. Европа с радостью переправляет, а потом почему-то Европа или министр внутренних дел Германии говорит, оказывается, чеченцы не террористы. Это не исламский терроризм, оказывается, был. Оказывается, чеченцы вели национально-освободительную борьбу, которая, кстати говоря, разрешена международным правом и немецким законодательством. Министр внутренних дел даже не извиняется перед чеченцами. Ему плевать. Он говорит, давайте не будем об этом говорить, кто больше виноват, кто раньше понял, кто позже понял. Давайте мы сделаем так, что мы будем помогать Украине. А то, что не народ целый,
Целый народ истреблен, народ разбросан по всему миру. И сейчас какие-то там османы или кто-то там еще хочет сделать нас инструментом в свою пользу, не учитывая наши интересы. Помните, у нас был президент Масхадов, да, Лазот Обалдуэль, у него был вице-президент Ваха Арсанов, тоже Лазот Обалдуэль, жестоко убит вместе со своим сыном. Ваха Арсанов объявляет, где-то, по-моему, я могу ошибаться, в Сомали где-то что-то там произошло, американцы что-то сделали, ну как-то связано с Америкой. Или же там Израиль нанес удар по сектору Газа или по Ливану, не помню я все детали, я помню, как об этом рассказывали, и говорили, что Ваха Арсанов привести чеченскую армию в боевую готовность против Америки. Представьте, это вице-президент говорит, кому это выгодно? Давайте зададимся вопросом, да, как мой друг один говорит, давайте поговорим на эту тему. Кому выгодно, что Ваха Арсанов возбуждает армию против Соединенных Штатов Америки? Выгодно это чеченцам? Ну, я скажу, что это не только невыгодно, это смешно. Разрушенная полностью, без какой-либо экономики армия, народ, находящийся в тяжелейшем состоянии, где не могут внутри справиться с российской агентурой, объявляет какое-то военное положение, объявить там против Америки, там 3-10. Можно сказать, что да, это, мол, был политический трюк для того, чтобы вот эти все радикальные элементы взять под контроль. Допустим, логику, если попробовать, проследить действий. Ну да, можно сказать, что он завоевал их симпатии, некоторых радикальных там. Ну, мне кажется, было бы правильно объявлять вот эту войну России, которая только что разрушила. И не идти на Америку, объявлять Америке. А вот Турции это было очень выгодно, потому что если же это произошло, если произошла вот эта ситуация, и Ваха Арсанов объявляет там движение, Америка говорит, как это так? Кто это такие? Они же не лезут в это, все там разбираться. Кто-то объявляет, это же вице-президент, это официальное лицо. Он объявляет военное положение, там во все оружие против Соединенных Штатов. Ну, мне кажется, выгодно только лишь Турции. Антисемитизм. Антисемитизм, который нам, опять же, накручивается с Турции. Основные вот нападки на меня идут по антисемитизму от турецких представителей или связанных здесь в Европе, связанных с турецкими представителями. Антисемитизм идет. Кому это выгодно? Чеченцам выгодно говорить про Израиль, который находится там за 20 границ между нами и никакого вреда нам не наносит. Нам выгодно сделать из евреев себе врагов. Ну, объясните, может, я чего-то не понимаю, может, это национальный интерес чеченского народа, послать 12 тысяч маджахедов и там захватить Иерусалим. Может, это нам выгодно? А сейчас, если вы обратите внимание, человек, который поддерживал Ахмеда Закаева, Тимур Муцераев, который сейчас проживает в Чеченской республике Ичкерия, во временно оккупированной, его песни начинают раскручиваться. Потихоньку сейчас украинцев поддерживают. И сейчас будут выводить, я так полагаю, Тимура Муцераева. Он должен будет выйти и там поддержать, там все, мы объединяемся и так далее, и так далее. Видимо, там уже большой сценарий готовится, будут сейчас люди выходить, там, якшаться с Ахмедом Закаевым, там, и так далее, и так далее. Еще очень интересный был момент. Я вспоминал тут давеча и хотел бы с вами тоже на эту тему поговорить. Недавно, в прошлом году, по-моему, да, это было, вот эти деятели, представляющие себя от имени фейковой Ичкерии, Ахмед Закаев организовал какую-то встречу. На эту встречу позвали, ну, всех позвали. И вот объясните мне одну вещь, я, может быть, ничего-то не понимаю. Остался незамеченным один эпизод в этой встрече. Туда разрешили прийти Ингулбаевым, представителям ФСБ, их папа потомственные, они потомственные работники ФСБ, агенты ФСБ, потому что папа их судья ФСБ, они работали на ФСБ, выявляли чеченцев, точнее провоцировали чеченцев, издавали чеченцев ВКонтакте, вот этот сын их, который был приглашен туда. И каким-то странным образом
Там, оказывается, жена Аслана Масхадова, Кусама Масхадова. Объясните мне, пожалуйста, как может быть жена президента, которого труп русские не отдают, захоронили в безымянной могиле, как этот Жириновский говорил, завернув свинью шкуры, как может женщина, вдова президента, получить паспорт, загранпаспорт, получить визу, приехать сюда, побыть на этом мероприятии, поднять рейтинг Закаева, и также благополучно вернуться в Чечню? Я не президент, я не воевал против России в качестве президента страны. Я сомневаюсь, что мои родственницы смогли бы так себя вести. Как это может произойти? Как получается так, что из Чечни позволяют женщине выехать сюда, и ее заставили приехать? Вы помните ее фразы, абсолютно подчеркивающие пренебрежение к организатору этого мероприятия. Но сам факт, ей сказали, не едешь ты туда, все, ты больше никуда не едешь. И она никуда бы не поехала бы, потому что там все в заложниках, там никто ничего не может. Ей дали добро, и она поехала. Как так получилось? Кто способствовал вот поднятию рейтинга, вот сам приехал, вот, все свои силы бросили на то, чтобы раскручивать Ахмеда Закаева. Почему не раскручивается наш президиум правительства? Где вот это представители турецкой разведки или те люди, которые заботятся? Значит, вы заботитесь о чем? Чтобы вы власть захватили? Мы с этим не согласны. Рейс дашчун суман, ашбех мобилаш тхайлахта тходайхир долждушун тхайхайк алмелту. Тхайлахта охинак дайхулитар волшва, я Турция хулитарячун, я Америка хулитарячун, я Цадая хулитарвач. Союзный договор Америки с Хирду, цертхита. Векалин о признать Хирдачун. Турция, это государство, постоянно уничтожено. Это я вам официально открыто под запись заявляю. Турция вместе с Россией уничтожала наше государство. Поэтому чеченцы запомнили раз и навсегда. Турция нам, всех, кто связан с Турцией, должны получить дистанцию. Они должны дистанцироваться от нашей власти, от претендования на нашу власть. Хотят помогать, как офицеры, как помогайте, пожалуйста, мы готовы принять любую помощь, но под нашим контролем, президиума, под контролем независимых чеченцев. Так это будет. И никак по-другому не будет. К сожалению, хорошо, что вы попробовали, что у вас есть такое желание, такие амбиции, но, к сожалению, мы не согласны. Салам алейкум. Объясни мне просто. Рамазан. Ва алейкум ассалам. Я отправляю тебя, Рамазан, я полагаю, ты дагестанец, Рамазан Абдулаев. Я обращаю тебя, ты же россиянин, правильно? Тебя обращаю к тому, что как ты относишься к тому, что твоя ублюдочная Россия совершила геноцид моего народа? Где ты был, когда совершал, Рамазан? Помогал ли ты своей любимой ублюдочной фашистской убивать мой народ? Ответь на этот вопрос, да? Не ври, она не из Чечении приехала, она приехала высказать против Закаева этот фрагмент. Я не вру, давайте кто-нибудь скажите, что она из Норвегии приехала. Это наглая ложь. Она приехала из Чечни, она не приехала из Норвегии. Ну, может, она в Норвегию приехала, из Норвегии приехала. Что она там высказывала плохое про Ахмеда Закаева, я не слышал. Я слышал, что Ахмед Закаев из всех ее увидел, позвал, и она сказала, я тут мимо проходила, зашла там и так далее. Ничего плохого она не сказала. Она ничего плохого про Закаева не сказала. Короче, Москва, не Сочи.
Лондон не Париж, дать. Иди другой не говори о своем. Так. دي كيرتا تشوية إنسان بارتسون بارتسو زوج قستي يوش تشوية نيسو بو شو мечо ночью чё хаенис. А что дыть? И этот момент как-то остался незамеченным всеми. Почему остался незамеченным? И аздынярим, и если бы со мной такое произошло, меня бы тут распяли бы уже, да, 50 раз. Я теперь хочу, я же на мне испытали вы все, вот все российские спецслужбы, все мои секреты, всю мою жизнь вот так выложили наизнанку, копаются и так далее. Теперь я буду копаться в этой жизни. Любой представитель себя и начинает, я буду о вас говорить. Вы меня хорошо научили, как вас ковырять можно, как меня тут под рентгеном рассматривали. Да? Я буду проверять. Давайте мы будем смотреть, кто есть кто. Мы все выясняем. Ночью уйз, деломки уйз, худин уйз, туамбин уйз, гергана худин бу, турцин один бу, вакшин один бу. Будем выяснять, будем разбираться. Но запомнить делаешь ночи. Турцы связаны вел, вай, представитель, будет суюк, а дух дик нахер бу. Вайц дог должен нахер бу, каяга нахер бу, ишта богна. Бога интерес, халаякан, ночи интерес. Лично, например, сейк далуштек, дакаяк дайер, дицариду, аз эдирду. Видишь, сун интересный, ночи интерес. Массара отсвалинит, а халоти интересы народа. Все. Государство для чеченцев, страна для чеченцев. Все. Все остальные хотят помогать. Если мы согласны, это выгодно, мы взаимодействуем. Не согласны, тут милает, извините, не хотим даем. Давайте, друзья, да. Знаете, Дмитрий Ковалев говорит, я, говорит, помню, как вы нас вырезали, говорит, я с Октябрьского района города Грозного. Я так полагаю, Дмитрий Королев, ты недорезанный, получается. Тебя резали, недорезали, да, получается. Дмитрий Королев, объясните тогда, если мы над вами совершили геноцид, то где имеется видео, фото, экспертизы, где имеются места массового захоронения, да? Наверное, должно быть, если мы над вами совершили геноцид, вырезали вас массово, наверное, должны быть какие-нибудь мемориальные доски, мемориальные какие-нибудь памятники. Наверное, должны, куда вы цветы носите, родственники погибших, убитых чеченцами, загеноциденные. Наверное, должно быть же это все. Не может же быть, контролируя всю территорию Чеченской Республики Ичкерия, пока вы это можете делать, вы за все это время не поставили ни одной мемориальной доски. Каким-то странным образом вы ни разу не показали видео, фото геноцида русского населения. Почему? Не скажешь, с чем это связано? Неужели у вас денег не было? Мемориальную маленькую доску, Ахмад Кадыровы делали, Путин делали, а вот убитым русским загеноциденным почему-то вы не делали. Единственное, что у вас было, это, знаешь, игра актеров из КГБ наподобие распятого мальчика, и пару уголов вашими российскими спецслужбами, ваших российских пленных. Массовых захоронений, на каждом месте, где вы построили, сатанистская русня построила мечети, там находится массовое захоронение. И в том числе наших русских, наших граждан. А знаешь, почему вы там мечети понастроили? Вот сердце Чечни, это не сердце Чечни. Вы там настроили.
На месте моей стране вы построили, Чечни так называемая. Другие места вы, а знаете, почему вы не достаете эти трубы, а? Вы там не увидите, вы там даже пулевых ранений редко найдете. В основном это осколочные ранения от ваших ракет, которых вы убивали. Вы убивали наших русских и наших чеченцев. Вы являетесь, вы лжецы и подонки. Понимаете? Последние пробы. Лжецы и подонки. Вы не дорезали тебя, получается, да? В Октябрьском районе сами русские солдаты убивали русскоязычных. Мы будем оказывать сопротивление, зная, что им придется другие города, маленькие города, потому что Грозным был 450 тысяч населения. Они заранее сказали, что там будет находиться русское население, они заранее сказали, что столько-то мы убили. Цифры были 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, там огромное количество там называлось. Потом они начали переигрывать там 50 тысяч, потом 10 тысяч, потом где-то там 1000 человек, оказывается, кто-то убил. Покажите там 100 человек казненных, русские террористы и свои вот эти ЧВК КамАЗ отправили безоружных, мирных женщин, детей, мужчин. Там есть факты, есть трупы, есть, показывают картинки, все имеется. Видео есть, убитые лежат. Акт геноцида налицо. Покажите нам такое видео. Вот одно фото покажите. Нету этого. Если бы это было, вы это ночью нам в нос тыкали. Это факты. Понимаете? Надо Лотовче на речи, там лежат кости. Везде, где только они могли, они прятали трупы, избавляли от трупов, да? Да. Сжигали, крематории делали. У нас жили в Грозном. Я надеюсь, наверное, русский, да, который говорит, пожалуйста, если вы русский, говорите об этом. Если мы вас пытаемся как-то защищаться, наших русских, наших грузинцев, мы можем гарантированно отвечать, нет, но вы должны это делать, потому что на вас лежит обязанность, как гражданам. Я не знаю, ну, вы Грозным, скажите, Кинатор. Ну, вы еврей, да, с Грозного. Мы не убивали. Преступность была, так был, война началась, агентура была, все это было, мы это все помним, но близко не было того, что нам рассказывают. Геноциды, вырезания, страдали все там, такое, близко не было тех, о которых говорят. Это важно. Ваше мнение для нас, все мои друзья чеченцы. Я думаю, ни вы, ни они не прогадали, если вы друзья. Я думаю, чеченцам и евреям нужно дружить. Да, плохо. Но я, может быть, тогда выложу видео из... Нет, не получится, у нас идет мой эфир, не получится.
Я не знаю, сейчас попробую, подождите. Звук плохой, да? Це вишня, адита пока. Да. О, ведущий, да, убо. Ну да, я твой отец, да. Спасибо, Акинатор, спасибо. Раз هما السلا دل دكتشومش تان كشا هو إيش مел беды. Юзер, не только про русских то, что говорю, да, я здесь в основном работаю, но еще есть и про турецкий очень. Не хотели бы эту тему поднимать, они собираются, Турция собирается, все. Они думают, мы закончились, мы уже никакого мнения нашего слушать не надо. Они в наглую, обратите внимание, в наглую в Турции собираются, обсуждают наши дела. Мы пойдем там это сделаем, мы пойдем это сделаем, мы сейчас освободим, что-то там говорят. Подождите, подождите, а куда девается чеченский народ, а куда девается наше мнение, куда девается международное право, легитимность, демократия, права человека. Этого как бы уже не рассматривается. Ну, мы тут порешали. До свидания, вы тут порешали. Мы тут порешаем тогда. Хорошо, решайте вы, мы тоже будем решать. Kural shi, swantal shi, там, бэшэцэ биш, дэц, тхоуни адын, дэц, уадис. Ночи, шавек генералу, пехоты, яхтшин куза. Нету здесь пехоты, даем. Пехота, это к России, это пророссийское. Мы не пехота, мы генералы. И будем ими до конца наших дней, дэц. Не хватало нам сейчас прыгать. Да, у Турции свои планы, у Турции свои планы, у персов свои планы. А нам они говорят, у нас планов не должно быть. Ну, извините, мы не согласны, Леон. Мы не согласны. В корне. Поэтому мы должны эти вещи знать и разъяснять. Потому что потом они нам выкинут трюк, скажут, ну так же было. Скажут, что у нас звезды были девятиконечные, такая полуичкерия такая, непонятная вообще, сброд какой-то получается. Все не основано ни на документах, ни на чем, чтобы запудрить мозги они нам хотят. Не надо нам пудрить мозги. Хотите, помогайте, помогайте, не хотите, отойдите в сторону. Вот и все же просто. Там захватить кадыровские миллиарды, захватить власть, договориться с Россией, войти нас в Туран, потом мы будем ездить в Стамбул, просить, пожалуйста, там договоритесь там в Америке, попросите нам что-нибудь там, какие-нибудь технологии, которым самим не дают. А зато сейчас Турция сделает все нормально, выслужится, бросит к ногам весь Кавказ, скажет, я управляю Кавказом, что вам нужно в Чечне решить? Я решаю, скажет Турция. Тогда американцы скажут, ну да, надо с турцами считаться, ну давайте дадим им самолеты. Они у нас давно просят их, ну давайте дадим им какие-нибудь самолеты, раз им так нужно. Меня это не устраивает. Мне не нужна Турция. Мне нужна свободная, независимая Ичкерия,
с направлением на Соединенные Штаты Америки. Вот что строил наш президент Джохар Дудаев, вот что выгодно чеченскому народу, вот в каком направлении нам стоит двигаться. Даудов теперь великий руководитель. Ну да, теперь Даудов марионетка номер один. Асан, почему ты так сильно в последнее время за Турцию взялся? Я не взялся за Турцию, я просто начал говорить правду о том, что делает Турция, турецкая разведка. А что ты мне предлагаешь? Не говорить? Я считаю, что нужно это говорить. Чеченцы должны узнать это, насколько Турция вероломна, насколько Турция нам может вред нанести. Нет, нам это не нужно. Пожалуйста, оставьте себе все, что вы нам сделали. Дудаева давно нет. Конечно, если Дудаева нет, что мы теперь должны бред устроить. Мы увидели, что мы устроили после того, как Дудаева не стало. Когда его не стало, вся и турецкая, и российская агентура привела к тому, к чему мы пришли. Понимаете? Давайте по чесноку. Аслан Масхадов был поддержан Россией. Поддержан. Россия сказала, что она видит Аслана Масхадова президентом чеченцев. И чеченцы подумали, что если Россия так говорит, значит больше, если они сделают выбор в сторону России, человека, которого Россия хочет видеть, то в таком случае Россия больше на нас не нападет, и мы будем спокойно жить. Фактически попробовали договориться. Надо было Басаева выбирать. Надо было самого большого врага России выбирать. Нет, выбрали Масхадов. Масхадов, как говорят, я не ручаюсь за достоверность, но говорят, что Масхадов говорил, что Россия больше на нас не нападет. Что все там нормально, договоренность там и так далее, и так далее. Окей. Выбираем курс на вице-президент у нас. Становится человек, который объявляет Америке военные там угрозы кидает. Президент у нас является человек, который вокруг себя собрал всю русскую агентуру. И фактически вице-президент это один из людей, который как-то пытается противостоять. Но противостоит он не в интересах чеченского народа, как мы видим, если он объявляет Америке военное положение. Он какие-то другие движет цели. Может быть, он искренне считал, потому что этот человек достойно ушел из жизни и ни на шаг не уступил фашистской России. Может быть, он сам верил в то, что он делает и говорит. Но происходит какая дальше ситуация. В итоге мы оказываемся между молотом и наковальней. Мы вступаем во вторую войну, вторую русско-чеченскую войну, где у нас нет стратегических планов выиграть. Просто мы не можем выиграть эту войну. Понимаете, как сейчас Россия напала на Украину, она стратегически проиграла с момента вторжения в Украину. Все, она уже проиграла. 10 лет это займет, еще 50 лет займет. Россия проиграла. То же самое касалось чеченцев. Вступая в стратегическую войну,
не имея возможности поддержки, мы оказываемся зависимы от Турции, которая фактически нами жертвует как ей угодно, играет в шахматные партии, и весь мир начинает отвлекаться на мировой там исламский терроризм, там Россия там устраивает теракты 11 сентября в Америке, переключается внимание там на Ближний Восток, там на Ирак, на Афганистан, там весь исламский мир, там 3-10. Чеченцы никому не интересны, абсолютно. Чеченцы остаются один на один с людоедом, который якобы нам помогает кто-то там. А в итоге мы оказываемся у разбитого корыта. Мы воюем, не имея перспективы победить. Понимаете? Нас Запад не признает, Америка нас не признает, Турция нас не признает, никто нас не признает. Мы воюем, чтобы просто воюем. Как можно дольше повоевать. Как можно дольше убить там себя и противника. Вот все, что мы делаем. У противника и финансы, весь мир торгует с нашим противником, нам помогают из-под тишка где-то там, давайте, давайте. А это что это такое? Если ты помогаешь, если ты помогаешь, помогай прямо, открыто. А так это ты что, ты марионетка что ли? Тебя управляют, ты инструмент, которого в огонь бросают. И у тебя нет перспективы победить даже в этой войне. Понимаете? Когда, не помню, какой там спецслужбе представитель Пакистана, там, я не помню, как, Ирана, кто-то приехал и сказал Джохару Дудаеву, мы вам будем помогать, но только будем это делать скрытно. Джохар Дудаев сказал, скрытно нам не надо. Скрытно, если вам нужна помощь, мы вам поможем. Нам нужно признание официально, открыто. Понимаете? Ну, давайте, Турция сейчас Украине помогает. Давайте представим так, что Америка говорит, а я ни при чем, а я не помогаю. То я вообще Украину не признаю. Там где-то там даст там денег, даст где-то там оружие даст. Нет. Что бы было бы с 40-миллионной Украиной? Она бы сейчас вела бы изнурительную борьбу, партизанщину и так далее, и так далее. У нас этого не было. Представляете? Фактически чеченский народ отдали на съедение русским, и все делали свои преференции. Русские не могли справиться с нами, потому что мы огрызались как могли, так как никто не огрызался. До сих пор никто так не огрызался, как мы огрызались. Но получается, что в итоге с Россией торгуют нефть, там Югославию у нее берут, там договариваются, там Косово, там 3-10. В Афганистане там дела делают, там везде в мире делают. Германия помогает, уничтожает чеченский народ. Это террористы, всех их убить надо. А в итоге получается, чеченский народ полностью разбит. Какая-то турецкая агентура, русская агентура сейчас управляют нашей Ичкерии, раздают ордена, медали, гражданство, там какой-то бред творится. Мы не согласны. Торез дачун цуман, что дух дагаш. Торез дачун, шадек цакията, хадуйчсвик, цасагуачуне, цакитам бушу нас бюцек. Мне никто об этом не рассказывает. Никто мне это не говорит. Говорит там ни Аят Идигов, ни Президиум. Никто мне не говорит. Я сам прихожу к какому-то логическому мышлению и пытаюсь свое видение, мнение сказать. Поэтому нам это неинтересно. И вот мне тут говорят, что я про Турцию начал говорить. Я буду про Турцию говорить. Я буду говорить про Турцию до тех пор, пока турецкая разведка перестанет поддерживать Ахмеда Закаева, пока турецкая разведка не начнет считаться с чеченским народом, а не делать в свою угоду, только лишь свои интересы преследовать. Если вы преследуете, если вы декларируете о чеченском народе, давайте не врать, давайте честно, с президиумом встретитесь. Я вот Аяду Идигову доверяю. Встретитесь с ним, скажите, если меня все устроит, я соглашусь. Не устроит, я с президиумом имею право. Я свободный, независимый человек. Я выскажу свое мнение. Ну, власть у нас единственная, легитимная, только президиум. Только лишь президиум. Никакой другой власти у чеченского народа я здесь не обнаружил. Независимую, принципиальную, думающую об интересах чеченского народа я вижу вот в лице нашего президиума. Поэтому как-то так, друзья.
Аллах, Аллах твойла дерес хуйл джихад. Аллах дал массу, Аллах дуэлвай, дал китам луэлвай. Валлахи соцанин вассер яч маватшун. Валлахи сокунах кит яч, шу киту яч. Вай кити яч волш. Кица бахад мадатшун. Валлахи ватсу. Я туркошан хумал яч, я центи болбечан хумал яч. Байш дук дайрил шу разкшан шу болбеш даца. Шу дигна дац, шу разкшан ти болбеш даци, шу молодциш дук. Просто это интерес, iets моеиш, сейчас ночи дала, сейчас румки дала, сейчас мульша дала, сейчас кичанти болбеш. Az ночи оман яиш, и таджимал ойл, таджим мои ша егие. Турк шейние, вайние ойл. Иш цадич веки мухулар. Валлахи, вац. Акинатор, я думаю, нету никакой болезни Дона, и он сидит на таблетках, как Брежнев, которого они там пичкают сильнодействующими препаратами, и сейчас уже нету больше. Рамзан Кадыров уже не будет лидером, главной марионеткой, как они хотят его представлять. Все, теперь уже Магомед Даудов теперь там главное. Главная марионетка. Главный Кремле, главное ФСБ. А Магомед Даудов главная марионетка. И сейчас они будут Ахмеда Закаева подводить. Я так думаю. Я полагаю, что они подводят к этой ситуации, что сейчас Ахмед Закаев, спаситель чеченского народа, объединить там 3-10. Этого тоже не будет. Пытался по отчеству. Да, Игорько, я здесь увидел Ахмад Силас тут написал, и автоматически хотел и это прочитать. Да, Рамзан Ахматович, да вот, ну что ты думаешь, если я сейчас назову Рамзан Ахматович, смотрю новости, повторяю, что ты меня в чем-то уличил, что я попался, да? Рамзан Ахматович, или Апти Ароныч, вот вы тут пишете, Алладина, это люди, которые ровным счетом не представляют из себя ничего. Это абсолютно управляемые марионетки, без своего мнения. Я не говорю, что они не убийцы, я не говорю, что там они белки с 1000 метров в глаз не попадут. Про Кадырова уверен не попадет. Про Алаудинова, допустим. Не говорю, что он там ни садист, ни маньяк. Садист, маньяк. Понимаешь? Поэтому ничего страшного, да. Сазан Даудыч, да, Сазан, я не знаю, это агентура ГБшная придумывает, Сазан, Мазан, там, это придумывает, да, Халитовы, все эти люди работают на российские, вот абсолютно пророссийские нарративы они здесь используют. Мы это видим, фиксируем и сообщаем его величеству, господину чеченскому народу, да. Я думаю, он не в Чечне живет, говорит Петр Садыков. Как? Я в Грозном. Хочешь, я сейчас тебе покажу? Я в центре города Джохара нахожусь. Могу тебе сейчас вывести камеру, показать тебе на балконе. Хочешь, покажу? Австрийский ниндзя. Приезжай в Грозный, тебя тут встретят. А что ты, ниндзя, делаешь в Австрии, а? Подхолопная. Салам алейкум, алейкум ассалам. Скучаю по Ичкерии. Акинатор, ну, по Ичкерию ты в ближайшее время сможешь поехать. Да, мула. А сам ФСБ много запасных гауляйтеров есть. Для каждого народа интересно, запасной Лукашенко у них есть. Думаю, есть, конечно.
Думаю, есть. Ну, знаешь, как у них бывает? Если уже сделается конкретно на кого-то ставка, то вот тогда списывается уже предыдущий. Пока нету нового, этот оставляется. Так, Аршаву, предатель, вместо Вальмуэцу, да. Как вы относитесь к Дудаеву? Если вы про Джахара Дудаева, я отношусь к нему с большим уважением. И говорит, он не Чечне, врет он все. Как не Чечне? В центре Грозного сижу, вон рядом, это Ахмад, это могила, там Ахмад Силас, все тут рядом. В центре Грозного сижу. Что, не верите, что ли? Вы тоже как скажешь, да? Помню, говорит, как Дудаев мне позвонил, а я бахнул по нему. Да-да, ты стакан выпил как раз, да, а тут жена с армяном оказалась у тебя. Да-да, я помню этот момент. Вот как раз армянин у нас. Я за свободу Чечни, я сам армянин. Тогда, уважаемый армянин, говорите за свободу Чеченской Республики Ичкерия, либо Чечения. Спасибо вам. А я за свободную Армению, без русского влияния, чтобы вы ушли от этого своего многовекового сотрудничества с этой империей абсолютного зла. Чеченцы не арабы, не турки. Чеченцы это чеченцы. Абсолютно так. Мы должны именно в этом направлении. Это залог нашего успеха. Так. Покажи, что ты в Грозном, говорит. Ну и что тебе даст, если я тебе покажу что-то? Вот давайте, вот если вы меня сильно попросите, я сейчас вынесу телефон на балкон и вам покажу Ахмад Могила, Ахмад Силас и что там у нас еще, проспект Лилипутина вам покажу. А какая стрима вообще? А ты не видишь, какая тема стрима? Викинг. Покажи. Ну хорошо попросите, плохо просите. Плохо просите. Как относишься к черкесам? С большим уважением отношусь к своим братьям черкесам. Ассаламу алейкум, Казахстан. Алга Казахстану, алейкум салам. أنا بشكل غيرتري أنا بشوية بغيرتري ويم تسخلش عدا عيدر. السلام عليكم Армения. Валейкум салам, Армения. Ахмад Силас пишет. Я вам говорю, не Ахмад Силас. Теперь время настало говорить Хож Ахмад Силас. Понимаете? Магомеда Даудова отца зовут Хож Ахмед. Поэтому все, теперь забыли Ахмад Силас. Говорим теперь Хож Ахмед Силас. Поняли? Я вижу связь победы Украины со свободной Ичкерией. Да, да, я это тоже вижу. Я это тоже вижу. Так. Ну, шеф-чемпион еще можно говорить. Можно ведь Даудова тоже у вас чемпионом называть. А так нужно говорить Хож Ахмад Силас. Хож Ахмед.
Хож Ахмед его зовут. В интернете так написано. Хож Ахмед Силас теперь. Все, заучите. И чтобы не говорили мне никакой там Ахмад Силас. Только Хож Ахмед Силас. Все, поняли меня? Молитесь, что не Ахмад Силас. Могите дачун. Даудос, могите дачун. Опять пишут Ахмад Силас. Хож Ахмад Силас. Ай, ну, как скажете, да. Как вы относитесь к тому, что в Азербайджане израильские военные базы? Я не знаю, есть ли там израильские военные базы, но если они там есть, я не думаю, что они там есть, конечно, это армянская пропаганда, наверное. Я вообще за Азербайджан, чтобы вы понимали, при всем вот этой сложной системе, я против Алиева, потому что он узурпатор и потомственный КГБшник. Я за Пашиняна, но я одновременно за азербайджанский народ, потому что азербайджанский народ при всем был к нам искренен и добр. Что не скажешь об армянском народе, который всегда был пророссийский и гордился своей пророссийскостью. Вот такая вот сложная у меня ситуация. Но нормальных сегодняшних армян, которые выбирают Запад, выбирают Америку, я этих армян поддерживаю. За бургер продал родину. Да не дал мне никто ни бургера, ни цента. Если я вашу фашистскую русню и продал, я ее продал за бесплатно, понимаете? Ни разу за все эти годы моего наблюдения, ни разу Аслан не сказал неправду. Да, Шамсад, а то, что я в Грозном, я для них, может, пошутил. Просто انت elçi güçte elçi seviyorsa da sacim gaskı hizi şursa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İçkeriye sila Allahu Akbar. Wa alaikum assalam. Amin, amin. İçkeriye sila. И реалити глаголит истину. Совершенно верно. Мы не прорусские, мы прозападные, а чеченцы уважаем. А мы уважаем всех прозападных армян, которые не против нашей независимости и свободы. Поэтому такие нам нужны. С такими армянами мы хотим дружить. Будем за вами ходить. А ну-ка, армяне, давайте дружить. Но не прорусские, пророссийские, про эти, это все, это нам не нужно. Израильская овощебаза в Азербайджане. Да, отлично просто. Израильская овощебаза. Да, говорят ведь, что Израиль помог там сейчас, когда война сейчас последняя была в Карабахе. Может быть, помог. Если помог, я думаю, справедливость была. Это чужая земля, ее нужно отдать, и вам нужно с азербайджанами все заключать мир, и не нужно. Это Россия вас стравливала. Оно не стоит того, чтобы вы убивали друг друга. Мы должны жить, по крайней мере, на Кавказе. Я не знаю, Армения это Кавказ или Закавказье. На Кавказе должен мир и порядок быть, и стабильность должна быть. Мы за это. Так, мы уже 2 часа в эфире, друзья. Мы должны быть мыми, а не оными. Да. Настоящие армяне помнят историю, как русские помогали с турками. Да, Серик, это тоже была история, и с турками у вас было, и да, это вещь страшная. И если армяне признают геноцид, совершенный русскими над чеченским народом, я считаю, что тогда и чеченцы могут признать
те преступления, совершенные против армян. Короче говоря, армяне, у нас много что есть выяснять, много запущено, и в том числе благодаря вам, вашей стороне. Мы-то бились, пока нам некогда было с вами путаться, а вот надо нам разбираться. И с вами разбираться надо, и с нашими соседями, дагестанцами, по-хорошему, дипломатично, по-человечески. Никакой войны, никаких переделов здесь с Дагестаном. Все этот бред с ингушами, с дагестанцами. Кстати говоря, сейчас я это скажу, потом будут вырезать куски. Ни в коем случае. Никакой войны с кавказскими народами. Только в соответствии с нашими законами и международным правом мы должны разбираться. У нас враг имперская фашистская Русня. Она должна покинуть территорию Чеченской Республики Ичкерия, и потом уже мы решим, Кавказ будет весь свободный, если эти народы захотят, и мы уже будем по-человечески, в соответствии с международным правом решать. Точно так же и с армянами, и с другими нашими соседними народами, которые есть вещи, которые сейчас натравливают. Сейчас они будут выходить, будут потом устраивать, знаете, русские понимают, что Кавказ будет ослабевать, из Чеченской Республики им придется уйти. И я так полагаю, они собираются оставить свою агентуру, потом турецкая агентура, мы будем выставляться радикалами, будем друг друга мочить, ура, на радость врагу, во вред себе, будем мочить там и так далее. Вот такие вот, чтобы чеченцы не могли потребовать от русских и всех остальных, кто совершил преступление против нашего народа, геноцид против нашего народа, чтобы мы не потребовали сатисфакции. Нас будут оставлять вот в этом тяжелом положении, максимально пробовать оставлять. Единственный выход – идти на контакт с американцами, договариваться с ними, давать им гарантии, что их интересы будут учтены на Кавказе, выполнять свои обязательства и получать от американцев оружие, деньги и гарантии, что мы сможем сами развивать свою культуру, свой язык, не вмешивая сюда никого. Американскую базу поставить, флот, Каспийское, Черное море американское загнать, и на территории Кавказских ворот в Европу, южный ворот, выстоять мощный заслон в лице чеченского народа и других народов, которые грузин и всех других, кто согласится вместе строить с нами Кавказский дом, о чем мечтал Джахар Дудай, Зюятгам Сахурде. Вот я думаю, вот в этом направлении мы должны двигаться. На этом я свой стрим заканчиваю. Давайте еще раз. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикёль маш ойль бюзде олёль масейра. До завтра, друзья. Завтра у нас будет стрим президиума правительства с Аядом Идиговым в 19 часов по Берлину, 20 по городу Джахару. Поэтому всех вас завтра в 19 часов, если никаких изменений не произойдет, жду вас на стриме. Всего самого хорошего. Адикёль маш ойль. До свидания.